Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. О чем вам нужно обязательно узнать до понедельника. Загадайте, пожалуйста, на себя, пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. А вас удача ждет. Вас ждет удача, везение, удача, результат. Смотрите, вот как-то показано, что вы за что-то очень сильно переживаете, и как будто бы все против вас, как будто бы в вашу сторону даже вот как-то знак меньше показывает. Меньше шансов, меньше возможностей, меньше внимания, меньше доверия, там, не знаю, меньше всего, да? Вы в какой-то очень затруднительной и максимально невыгодной позиции оказались. И у вас прям чуть ли не тремор идет, да? Сердце не на месте, плохой сон, у кого-то нет аппетита, у кого-то наоборот жор нападает, потому что стресс. Да? Также вижу, что вы постоянно думаете о своем деле, либо о своей ситуации, либо о своей проблеме, и вы не понимаете, что мне сделать, куда, к кому обратиться, чтобы более-менее ситуация разрешилась, либо хотя бы начало что-то меняться. До понедельника вам нужно прекратить нервничать, и после понедельника тоже. Понимаете, вам на роду написано, это вот прям прописано в вашей книге судьбы, что вы именно в этом деле, именно в этой ситуации, именно в этой проблеме будете очень удачны, счастливы, вам повезет. Даже если все и все против вас. Это уже прописано. Возможно, вы впервые зашли на мой канал и до сих пор не понимаете, а что я тут делаю. Да, возможно, вы не интересуетесь онлайн-гаданиями, еще такими экзотическими, как на песке. Но вы сюда пришли, вас сюда ангелы-хранители привели для того, чтобы вам открыть глаза. Хватит нервничать. Все, что вы делаете вот со своей нервной системой, оно против вашего здоровья отыгрывается. Все будет хорошо. Вам это по судьбе, у вас все получится. Поэтому, скорее всего, и показали, что будет везение. Потому что для вас, по вашим ощущениям, что вот все было против меня, но мне повезло, и все случилось. Причем случилось самым наилучшим образом. Тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже. И еще один момент. У вас какие-то сроки на уме, да? Вот вы какие-то сроки в уме содержите. Кто-то там содержит понедельник, кто-то содержит там следующий месяц, кто-то пару месяцев. Вот ваши сроки, они ошибочны. Это слишком быстро то, что вы сами себе придумали, либо кто-то вам сказал. Это слишком быстро. У вас все будет, все случится, но попозже. Я не могу сказать, когда конкретно, потому что вы все слишком разные. Но вот от того срока, который вы в голове содержите, вот от того срока еще, наверное, столько же нужно доложить. То есть думаете, что с понедельника, значит, не с этого понедельника, который будет, а через неделю с понедельника. Если вы думаете, что вот в июне, то будет в июле. Если думаете, что до конца лета, то, скорее всего, будет до конца осени, либо там до конца года. Вот, вы слишком спешите, вы возбуждены, перевозбуждение вижу. Нервная система просто горит, вот прям горелым пахнет. И у вас внутри все, вот знаете, как дрожит. Потому что переживаете очень сильно. Прекратите этим заниматься. Знак удачи, знак того, что вы все получите, и будете считать, что вам очень повезло. Вот смотрите, огромная подкова, и вы ее как ожерелье, наверное, одели на себя. Все будет замечательно. Вам по судьбе то, за что вы переживаете, но не так быстро, как вы себе придумали.
Дальше, мои хорошие, до понедельника вам нужно знать, что человек, на которого вы надеетесь, не по своей воле, но по какому-то стечению, да, неудачному стечению обстоятельств, либо там какой-то форс-мажор, событие непреодолимой силы, да, вот по этой причине не сможет выполнить свое, как слово сдержать, да, выполнить обещание. Вы надеетесь, но вам нужен запасной вариант. Вы доверяете человеку, это правильно. Но бывает в жизни так, что мы не можем спрогнозировать, что, я не знаю, там что-то произойдет такое, что и в голову не приходит. Да? Человек вас может подвести, но не потому, что он это делает специально, а потому, что будут события либо ситуации непреодолимой силы. Да? Форс-мажор называется. Имейте это в виду. Пока еще не поздно, какой-то дополнительный вариант, обходной, либо запасной. И также, возможно, вам нужно это знать, чтобы вы не так остро реагировали, когда придет время, человек вот вам так и скажет, что извини, я сделал все возможное, либо я сделала все возможное от меня, но вот такие обстоятельства, да, и дальше мы двигаться не можем, либо нам нужно подождать. Вот, не нужно сильно буйно реагировать, это не против вас, в жизни так иногда бывает. Это не порча, это не сглаз, это не кто-то пожелал, не кто-то вмешался, это просто так бывает. Все, точка. Понимаете? Не против вас, просто так случилось. Вот. Если есть запасной вариант, пожалуйста, им воспользуйтесь. Если запасных вариантов никаких невозможно придумать, просто поймите, что все сдвинется. Сдвинется, ну, не знаю на какой срок, но, наверное, недолго вам ждать. Не разочаровывайтесь в людях, потому что я вижу, что человек честный, что для человека это тоже психотравма, да, что вот я дал слово, я пообещал, я гарантировал, но не смог выполнить, да, потому что есть обстоятельства, которые не зависят от этого человека. Он тоже, как и вы, ну вот попал, да, жертва. Так, дальше. Здесь кого-то показывают, кому нужно помочь. И человек такой, знаете, вот прям скромный, не попросит. Просто будет молчать, не попросит. И даже если вы сами будете предлагать помощь, то человек, скорее всего, там отмахнется, откажется. У человека пунктик в этом деле, да, человек то ли так воспитан, то ли ну вот какая-то врожденная стыдливость, скромность, не знаю, как это назвать, но человеку нужна будет ваша помощь. И еще так показано, что только лишь вы можете помочь. Другие люди не могут. И если вы думаете, ну окей, кто-то другой поможет, нет, другие не смогут помочь. Конкретно показано, что не смогут. Не то, чтобы там не захотят, просто не смогут. Там либо такая ситуация, что только лишь вы, эксперт, разбираетесь, либо только вы настолько сильный человек, что можете вот прям вытянуть. Скромный, очень скромный человек. Но про проблему этого человека вы узнаете. Возможно, узнаете самой первой, либо самым первым. Ни в коем случае не отворачивайтесь, потому что сама по себе даже вот эта ситуация может быть проверкой. Проверкой от высших сил, либо от темных сил. Ну, на вашу сердечность, на ваше умение не пройти, помочь, да, как-то так мне идет. Ну, интересно показали. Не задавайте сейчас вопросами, придет время, вы сами все поймете. Может, вам даже придется что-то свое немножко отложить для того, чтобы помочь человеку, либо все свои силы бросить на то, чтобы помочь этому стороннему для вас человеку. Дальше. Сейчас у вас какое-то падение. Знаете, вот как если взять график, да, бывает падение, бывает рост. Вот у вас сейчас падение, и вам кажется, что падать дальше некуда, там уже все как ниже графика все спускается. Но падение у вас еще продлится какое-то время. Какое-то время. То есть понедельника роста я не вижу. Я вижу, что падение продолжается, и вам это очень больно воспринимать. У вас самые такие страшные мысли в голове. Но за падением будет прорыв. Это не просто рост, это именно прорыв. То есть когда стрелка графика достигнет самой низшей точки,
вот оттолкнется, как говорится, от дна и стартанет вверх. Вот это тоже показали. То есть, когда в понедельник вы поймете, что мы дальше летим и падаем, это тяжело, да, это тяжело игнорировать. Но за падением у вас идет именно такой взрывной рост. Прям как ракета. Причем какая-то сверх там супер-бупер звуковая. Да. Взлетит так, что уши заложит. Вот, знаете, что у вас именно так идет. Всегда за падениями приходят взлеты. Всегда. Постоянно падать невозможно, либо постоянно расти невозможно. На то, ну и график, да. И падает, и взлетает. Но у вас какой-то очень крутой взлет, такой, что прям все обзавидуются. Тут следующая рекомендация, да. Жаловаться вы можете, даже нужно ходить и жаловаться, да, что вот у меня все плохо, ухудшается, хуже некуда, все пропало, да. Это можно. Но когда начнет расти, вы должны сделать все, чтобы никто об этом не узнал. Никто, ни одна живая душа. Ну, по возможности, конечно, да. И своим близким тоже строго-настрого прикажите, чтобы молчали. И не дай бог никому не проболтались, что у вас начался рост. Вот, потому что слишком многим вы интересны. Очень многим интересно. Хоть вы это не видите и не замечаете, всего лишь можете догадываться, но вами интересуются такие люди, на которых вы не то чтобы там внимания не обращали, вы в принципе, да, очень далеки от этих людей, а вот они вами интересуются, а вот вы им интересны. И еще, мои хорошие, в том падении, которое сейчас у вас происходит, опять же, никакой мистики нет. Это не какое-то сверхсобытие, это не чья-то, опять же, злая воля, это не порча ни в коем случае. Это просто такая тенденция, и эта тенденция, она есть не только у вас, но и у большинства людей. Просто разные люди по-разному воспринимают то, что с ними происходит. Для кого-то это нормально, для кого-то это прям все катастрофа страшная. Ну, скорее всего, это для вас, да, катастрофа. За падением придет очень крутой рост. И многие люди живут в такой ситуации, да, дольше, чем вы, просто как-то по-другому реагируют. И когда у вас начнется рост, почему нужно это скрывать? Ну, чтобы люди не стали завидовать вам. Людям всегда хорошо, когда другим плохо, да. Либо если человеку плохо, он знает, что соседу тоже плохо, ну как-то более спокойно реагирует, да. Меньше агрессии, меньше зависти, поэтому лучше скрывайте. Это такой вам совет от высших сил. Так, еще до понедельника женщине очень важно знать про мужчину. Мужчина, он, как знаете, это обиженная мышка. Мужчина то ли заблокировал, то ли не выходит на связь, то ли еще там, да, куда-то пропал, сделался, да, либо даже какие-то провокационные, там, может, фотографии публиковать в соцсетях. Знаете, он пытается вас прогнуть на самом-то деле. Ему хочется, чтобы вы за ним бегали. Вот прям не унизить вас, а чтобы вы показали свою любовь, что он вам действительно нужен, что вы его любите, там, ревнуете, да, чтобы вы за ним побегали. Мужчина считает, что он прав, считает, что вы, возможно, в чем-то перегнули палку, либо как-то себя так проявили, что ему не понравилось. И вот он решил типа якобы проверить ваши чувства, плюс, чтобы вы таким действием, как вы там за ним побежите, будете его умолять, упрашивать, прощения просить, да, доказали, что вы его любите. Это, конечно, глупость, да, глупость несусветная. Конечно, вы никогда не будете этого делать. Вот, он просто пытается вас продавить. И еще вы должны знать, что мужчине, который перестал с вами общаться, либо заблокировал вас, ему в 300 раз хуже, чем вам. Вот эту разлуку, вот эту ситуацию он в 300 раз хуже переносит, чем вы. Да, вы там позлились, побузили и рукой махнули, да, утешились там любимым делом, либо детками своими, либо еще чем-то, там, с подружками утешились. А у мужчины, у него там все по-другому, у него прям все ходуном ходит, он там такие себе страшные картинки в голове рисует,
что вы никогда не придете, вы никогда его не позовете, что вы уже там с другими мужчинами развлекаетесь, что вы там о нем забыли. То есть, понимаете, ему хуже. Он сам себе сделал хуже. Ну, если он вам нужен, просто дождитесь его. Он сам первый не выдержит и сам первый появится. Если вы уже решили с этим мужчиной отношения порвать, то просто, когда он появится, не пускайте его. Так скажите: все, поезд ушел. Вот, я теперь не с тобой. Ну, еще, кстати, да, возможно, мужчина этот будет очень, скажем так, липучим, да. Хотел проверить вас, но проверил себя. И сам себе доказал, что он без вас не может. Вот как-то так не идет. Не знаю, где вы такого раздобыли. Либо что у него там с нервной системой, с психикой его стало. Но явно что-то нездоровое. Вот, да, пытается вас прогнуть. Любит, прям страшно. Но какие-то у него идеи просто глупые, да, странные. Так, и еще про какую-то змею показывают. Змея, которая, ну, как улитка, наверное, какой-то домик на себе носит. Змея — это враг, это недоброжелатель. Чем-то дорожит ваша змея, очень сильно дорожит. И, возможно, вы нащупали ее слабое место, либо зацепили за слабое место. И теперь эта змея, она как будто бы в другом направлении направляется. Страшно стало змее, что вы можете отобрать, либо разрушить то, что ей дорого. И эта змея, в принципе, змеи, они же мудрые, да, знак мудрости, не только токсичности. Эта змея решила подальше от вас держаться. Чем-то вы эту змею вспугнули, напугали. Вот так не идет. То есть она, видно, хотела вас укусить, а вы ей на хвост наступили, да? Либо на голову наступили. И теперь она пытается то, что ей дорого, от вас как-то спрятать, скрыть и подальше от вас держаться. Это, кстати, хорошие новости. Это хороший знак. Дальше, мои хорошие, дерево. Смотрите, если это какое-то конкретное дерево, и это дерево, ну, там, допустим, старое, либо слишком разрослось, то его обязательно нужно, ну, либо как-то привести в порядок, либо вовсе спилить. Возможно, оно и трухлявое, да? Может, там, не дай бог, само сломаться, либо завалиться, там, порвать провода, не дай бог, там, еще и дом как-то поломает, да, либо там люди могут пострадать. Если никакого такого дерева рядом с вами нет, то это, скорее всего, речь о каких-то отношениях, которые, ну, настолько уже, скажем так, видоизменились, да? То есть выглядят как дерево, а внутри труха, а внутри гниль. То есть люди лишают себя сознательно счастья, потому что они друг к другу привыкли. И им, конечно, некомфортно с друг другом, но они не представляют, либо не видят жизни врозь. Мои хорошие, это очень плохая позиция. Плоха она тем, что вы, боясь разрушить эти отношения, лишаете себя счастья. Есть кто-то, кто вам по судьбе, но он не подходит к вам, потому что уважает вашу семью, и уважает, любит вас. Да? Человек, наблюдая за вами, понимает, что вы в семье, и вот та картинка, которую вы транслируете обществу, что все-таки вы муж и жена, что он просто не имеет права, не может себе позволить к вам подойти и, ну, что-то вам предложить. Вот. А на самом деле этот человек вам идеально подходит. Он вообще ваша половинка, да? Он ваша судьба. Запоздалая, но очень счастливая судьба. И вы живете в этом трухлявом дереве, а могли бы жить, я не знаю, в райских кущах. Понимаете, о чем речь? Опять же, можно сохранить и дружеские отношения. Ну, тут я не вижу, конечно, дружеские отношения. Тут люди друг друга задевают, обижают, причем пропорционально. Наверное, нужно решиться. Наконец-таки нужно решиться и отпустить свое прошлое, настоящее и встречать свое будущее. Тем более я вижу, что человек, который ваша половинка, он уже рядом. Вы уже его знаете.
И он не действует, потому что считают, что вы счастливы в браке. Вот эта картинка, которую вы транслируете. Почему это важно? Потому что этот человек, ему больно наблюдать, как вы счастливы в браке. Он же не знает всей правды. И, возможно, этот человек скоро уедет, и уедет уже навсегда. И тогда вы не сможете быть вместе, никогда этого неземного счастья не познаете. Мне даже кажется, что вы понимаете, о ком речь. Потому что любая женщина, как и любой мужчина, всегда чувствует, сердцем чувствует, кому он нравится и кто его любит. И почему-то мне кажется, что это тоже как-то немножко взаимно. Может, не в таких масштабах, но тем не менее. То есть нужно прекращать то, что уже себя изжило, деформировалось и насквозь прогнило. Понимаете? Это нужно убирать из своей жизни, почищать, убирать и идти навстречу будущему. Да? Потому что пока не отпустишь прошлое, будущее не настанет. Так и будешь в дне сурка, либо в этом вечном беге по кругу. Ну, я думаю, вы уже много раз об этом рассуждали с кем-то и думали об этом. Ну, что-то вас останавливает. Возможно, время пришло. И нужно решаться здесь и сейчас. Желательно, конечно, до понедельника, но можно и чуть попозже. Так, еще время, часы показаны, часы наручные. Часы наручные могут означать, как и в прямом смысле слова, наручные часы. Берегите свои часы, либо проверьте, может быть, что-то нужно там изменить, починить, там прохудился ремешок, чтобы не потерялись, не знаю, не сломались, как-то нужно беречь. Ну а если мы рассмотрим наручные часы как время, знак времени, то времени осталось очень мало. Это не песочные часы, когда есть огромный временной зазор, да, пока там эти все песчинки высыпятся. Это наручные часы. Они гораздо быстрее. Там, что есть стрелка, которая показывает часы, там есть стрелка, которая показывает минуты, и есть стрелка, которая показывает секунды. А если это электронные, еще быстрее, да? Мои хорошие, у вас очень мало времени на что-то осталось, на какое-то решение, на какое-то действие. Но вы должны понимать, о чем речь идет, да, потому что вы все откладываете, вы все перекладываете, вы все сдвигаете, там, сегодня не получилось, там, точно завтра, либо точно с понедельника, точно со следующего месяца. И так вы уже несколько раз подряд отложили. А времени все меньше и меньше. Время на исходе. И если вы не сделаете сейчас, то, возможно, уже никогда. Вы знаете, о чем идет речь. То, что вы постоянно откладываете. Вот его нужно сделать именно как можно скорее. Вот в понедельник делайте. Во вторник крайний срок. Иначе потом все. Время выйдет, и даже если очень сильно захотите, решитесь, уже это будет ни к чему, да, бесполезно, либо поезд ушел, да, как говорится. Подумайте об этом. Дальше. Вот я вижу, что вы кому-то что-то хотите предложить, но почему-то не предлагаете. Ваше предложение очень хорошее. Прям лучше не придумаешь. Не стесняйтесь, предлагайте. Предлагайте, пока, опять же, не стало поздно, либо кто-то не перекупил, не перехватил предложение другому человеку, либо предложение там по поводу работы. Да? Поскорее нужно это сделать, это тоже очень важно. Вы должны кому-то подарить букет. Букет — это и есть предложение. Вот. Ну а если вы мужчина, и вы давно своей любимой женщине не дарили цветы, тогда и предложение делайте, и букетик цветов своей любимке несите, покупайте и несите. Только самый красивый, самый лучший. И вспоминайте, какие у нее любимые цветы. Либо, если не помните, не знаете, то узнаете. Это очень важно. Так, еще. Вот тут показывают белку. И, это, скорее всего, как-то связано с работой, либо с каким-то делом. То есть вам не следует браться за какую-то работу, либо за какое-то дело, пока птица не прилетит. Птица, вот как мне идет, да, это, скорее всего, не новости, не какая-то отмашка разрешения, а, скорее всего, оплата, либо предоплата. То есть не делайте ничего, пока не придет предоплата, либо полностью оплата не придет. Потому что очень сомнительно это все выглядит.
Белка может прям постараться работу сделать, а ничего за свою работу не получить. Вот прилетит птица, предоплата придет, начинайте делать. Либо полностью будет оплачена ваша работа, приступайте, делайте. Но если никаких денег нет, то и работать не надо. Вы понимаете, чтобы не было в ущерб себе и чтобы не было потом нервных потрясений, да, обидных моментов. И также, мои хорошие, ну, кого-то действительно, да, пока вам кто-то отмашку не даст, либо какое-то разрешение не получите, либо не, как все детали, да, не подтвердите, это тоже очень важно. То есть вот как вы там все представляете и видите, лучше так не начинать делать, да, вот когда будут там все размеры, либо все пожелания озвучены, подписаны, вот тогда и начнете. Я понимаю, что вы человек очень трудолюбивый, ответственный, вам хочется как можно скорее там сделать работу, получить результат, вот, опять же, себя проявить, показать, но могут быть какие-то нюансы, и нюансы очень существенные, то есть вплоть до того, что вам придется по второму кругу идти, да, переделать, полностью с нуля переделывать, и ну, зря потратите ресурсы, зря потратите силы, материалы зря потратите, то есть лучше не делать. Так, дальше. С левой стороны показывают, значит так, показывают человека, человек, который какую-то корону вам предлагает, не знаю, это какая-то корона, причем она странная, она большая, она тяжелая, она громоздкая, она некрасивая, ой, некрасивая. И здесь, скорее всего, не про награду речь, не про статус, не про положение, а про ответственность. Да? Возьми на себя ответственность. А вы знаете, этот человек, ну, я так понимаю, еще та кукушка, да, подкидывает свои проблемы. Типа он это очень хорошо вуалирует, типа это не проблема, это корона, это награда. Но на самом деле это страшная головная боль. Не берите на себя эту головную боль. Это может быть что угодно. Задание какое-то дополнительное на работе. Это даже может соседка прийти и попросить, чтобы вы с ребенком посидели, да? А ребенок начнет там капризничать, баловаться, еще не дай бог там себе навредит, да? Зачем вам это нужно? Ни в понедельник, ни после понедельника, да, старайтесь таких предложений избегать. Вот, избегать и все. Когда на вас накладывают ответственность. Люди вам могут говорить, что я тебе предлагаю, я тебя выделяю, я тебе доверяю. Вот как только такое слышите, сразу же уходите оттуда. Не надо вам этого. Зачем вам эта головная боль? Зачем? Не стоит. А человек какой-то, знаете, такой ушлый, я же говорю, кукушка, переложить, хочется переложить, подкинуть, свое хочется подкинуть. Не берите. Не берите, оно вам и даром не надо, вообще вам такое не надо. У вас и так перевозбужденная нервная система, вам наоборот нужно релаксировать, медитировать, отдыхать, смотреть какие-то хорошие, добрые фильмы, там, комедии желательно, читать хорошие книги. Вот, гулять вам нужно, но никак не брать на себя головную боль, даже в виде короны. Мои дорогие, берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.